Барс Медиа представляет. В сферу рекламы, в сферу медиа попал с 2012 года. До тех пор работал на различных должностях, также в сфере медиа, но работал корреспондентом, работал на информационных агентствах, телеканалах, в том числе международных телеканалах. Вот. В 2012 году, тогда, получается, еще мой руководитель был назначен генеральным директором регионального телеканала, и тогда он мне предложил работать с ним вместе, также продолжить свою работу с ним вместе, предлагал возглавить отдел новостей, но на тот момент была такая мысль, что уже пора менять свою сферу деятельности, и тогда я сказал, что я не буду работать в новостях, буду заниматься чем-нибудь новым, чем-нибудь интересным. И тогда он предложил возглавить отдел рекламы на региональном телеканале, на что я согласился. И вот с тех пор, получается, занимаюсь именно коммерческими вопросами в сфере рекламы на телевидении. На данный момент, да, я являюсь руководителем компании Alcazar Media. Это рекламное агентство существует уже с 2018 года. До этого мы были под другим названием, работали под другим названием. Работали в основном с мелкими компаниями, с мелкими контрактами и мелкими заказами. Вот. В 2018 году, когда мы стали Alcazar Media, мне удалось вернуться в свою сферу деятельности, именно в рекламу на телевидении. С тех пор компания активно развивается, сейчас мы достаточно хорошо держим позиции на рынке. Мы третья компания в своем формате работы на рынке Кыргызстана. Вот. Компания успешно двигается вперед, мелкими пока что шагами, но тем не менее мы стабильно идем вперед. Вот. На рынке нас знают, мы уже достаточно показали себя, что мы можем работать, в том числе и клиенты, в том числе и партнеры, и телеканалы знают, как мы работаем. Что касается заработка на телевизионной рекламе, как и все остальные бизнесы, мы зарабатываем на разнице в цене, да, то есть непосредственные исполнители рекламного заказа являются сами телеканалы, они дают нам определенную цену, которую мы реализуем для своих клиентов. Вот, и на разнице между этой ценой мы зарабатываем. В Кыргызстане существует больше 52 телеканалов. Вот. Эти телеканалы почти все дотационные. Почему дотационные? Потому что сам по себе рекламный рынок в Кыргызстане, он недостаточно сильно окреп. Люди пытаются реализовывать свои товары путем передачи информации от человека к человеку. И пытаются вот таким образом реализовывать. Но этот процесс, он двигается очень медленно. Почему реклама называется массовым сегментом? Да? Потому что за счет присутствия большой аудитории на телеканалах вы можете передать больше информации большему числу людей. То есть большее число людей узнает о том, что вы продаете, какие услуги вы предоставляете. За счет этого вы говорите всем людям, что вы производите тот или иной товар, и его можно у вас приобрести. Вообще, в советских учебниках еще писали, что реклама – это двигатель торговли. Сейчас, в моем понимании, реклама – это не просто двигатель торговли, это топливо для твоего бизнеса. То есть бизнес – это автомобиль, который нужно заправлять. И если ты его не заправляешь, соответственно, твой автомобиль едет медленно. Объемы телевизионной рекламы стали снижаться, да, с учетом роста интернет-рекламы. Но здесь я думаю, что все-таки телевидение будет жить.
но изменится формат подачи телевидения. То есть то, что сейчас в традиционном нашем понимании телевидения существует, то есть мы включили телевизор и смотрим программы, различные фильмы, сериалы и так далее на телеканале, формат подачи просто изменится. То есть само телевидение, оно также будет существовать, но оно перекочует в YouTube, какие-то другие интернет-платформы, возможно, свои сайты, какие-то свои платформы будут уже у телеканалов. То есть через различные интернет-вариации телевидение будет присутствовать и дальше будет существовать. У нас в Кыргызстане больше и хорошо продается контент развлекательного характера. То есть там спортивные мероприятия, сериалы, там, фильмы и так далее. Серьезные программы, ну, очень редко, когда продаются. У нас все-таки, как я вам ранее говорил, аудитория и в том числе клиенты предпочитают массовую рекламу, нежели точечную. То есть интересы людей больше стремятся за большим количеством охвата аудитории. Они работают с точечной, узконаправленной аудиторией. Поэтому как бы продается больше такой вот развлекательный сегмент, там, где, ну, грубо говоря, не надо думать, а больше развлекаться. Уровень телевидения в Кыргызстане сейчас очень слаб. Слаб он по объективным причинам. Слаб, потому что нет достаточного количества денег, чтобы содержать хороших профессионалов. Профессионалы стоят дорого. И, соответственно, а с учетом того, что рынок еще как таковой не содержит своих производителей, да, так скажем, поэтому люди не могут производить качественный контент. За счет того, что профессионалы все-таки, кто-то уезжает за границу, да, кто набрался опыта, уезжает за границу, кто научился делать свой хороший контент, те уезжают и производят контент уже в других странах. Или создают свои какие-то продакшн-компании, которые работают на зарубежный рынок, но не на наш кыргызский рынок. Потому что у нас люди же как предпочитают? Предпочитают все получать бесплатно. Да? Даже политический строй у нас, да, зависим от общественного мнения. Даже объективно, если судить, все об этом говорят. Электричество, например, это, ну, у нас производится, да, и оно должно стоить дешево. Но с другой стороны мы видим проблемы, да, в отрасли энергетики. То же самое и в телевидении. Если люди хотят получать качественный отечественный контент, за это нужно платить. Почему-то все привыкли платить за интернет ежемесячно какую-то абонентскую плату, но не хотят платить за телевидение. То же самое люди уже платят платные подписки за просмотр, там, допустим, тех же сериалов и фильмов на Netflix, да, но не хотят платить за телевидение местное. Говорят, ну, типа, качественного контента нету, за что нам туда платить. Но это все как бы пополняет и улучшает деятельность именно зарубежных сервисов, нежели наших кыргызских. Я соглашусь с тем, что хороших кадров не хватает. С этим, ну, как вы правильно отметили, встречаются абсолютно все компании, которые работают в Кыргызстане, и все предприниматели, которые работают в Кыргызстане. Проблема кадров решается, ну, мне кажется, простыми способами. Первый, либо ты перетягиваешь уже готового специалиста с других компаний, либо взращиваешь своих. Мы идем таким путем, мы взращиваем своих. Потому что человек все-таки, который получил какие-то навыки, какие-то знания, какие-то стандарты в другой компании, ему будет гораздо сложнее прижиться в твоей компании и исповедовать философию
новой компании будет гораздо сложнее. И поэтому мы стараемся взращивать своих. На это уходит огромное количество времени и ресурсов. Бизнес для меня это, наверное, страсть, это любовь к тому делу, который ты делаешь. Я вообще в своей жизни руководствуюсь одним главным принципом. Да? Если я делаю что-то, то делаю его качественно и от души. Либо вообще его не делаю. А раз мы этим делом занимаемся, соответственно, мы должны это дело любить. Мы это дело должны продолжать укреплять с каждым разом. Вот. И многие же считают, что удобнее устроиться на работу куда-нибудь и зарабатывать деньги там, то есть со стабильной заработной платой. В бизнесе не скажу, что есть определенная стабильность. В бизнесе всегда либо сегодня ты на коне, либо под конем, да, поэтому приходится постоянно быть и чувствовать пульс того, что происходит. Это очень интересная работа. Ежедневно мы получаем новые задачи, да? Ежедневно мы встречаемся с новыми проблемами, которые нужно решать. И в этом, наверное, определенное удовольствие в том, что ты достигаешь каких-то решений сложных задач. Ежедневно новые вызовы, ежедневно ты чему-то новому учишься. То есть наша работа, не скажу, она не рутинная, она интересная, и ежедневно мы получаем новые вызовы. Чтобы оставаться всегда в тренде и быть в курсе событий, естественно, ежедневно мы изучаем новую литературу, читаем новые статьи, да, ежедневно занимаемся самообразованием, потому что мир развивается такими большими темпами, что во многом люди не успевают быть в тренде. И поэтому я считаю, что мы должны работать постоянно над собой, улучшать себя, делать себя сильнее. Соответственно, мы готовим себя к завтрашнему дню сегодня. И черпаем информацию, естественно, где-то из классики, да, где-то из литературы, которую рекомендуют те же успешные предприниматели. Где-то читаем статьи на сайтах профильных, да, то есть тоже касающихся бизнеса. Социальные сети подсказывают какие-то направления, да. И, естественно, общение с другими предпринимателями дает тоже стимул к развитию. Ну, начинающим предпринимателям можно сказать одно, особенно в Кыргызстане. Чтобы быть предпринимателем, нужно иметь, наверное, крепкий стержень. Да? То есть это нелегкая работа, как многим может показаться. Это ежедневный труд. Если ты работал на работе раньше там, с 9 утра там, до 6 вечера, то и получал там в субботу, воскресенье выходные, и в год один раз выезжал на отпуск, то про это можно забыть, если ты начинаешь работать предпринимателем. Это работа без выходных, это работа круглосуточная, ты постоянно должен быть на связи, постоянно должен быть в курсе того, что происходит. Еще рекомендовал бы начинающим предпринимателям здесь, в Кыргызстане, не думать о том, что у нас плохая страна, не думать о том, что у нас слабая экономика, а думать о том, что можно сделать сейчас. Потому что в Кыргызстане имеются колоссальные возможности для реализации любых проектов. У нас свободная экономика, свободное передвижение денежных средств, льготное налогообложение. По сравнению с другими странами мы, можно сказать, самая экономически привлекательная страна. Здесь можно реализовывать абсолютно любые проекты. То есть здесь простор для деятельности огромный. Кыргызстан, я говорю, это непаханное поле, где можно любую
сферу деятельности брать и делать. Главное делать это с любовью, делать от души. И тогда все получится.